Политической самооценки и кризиса не выйти. Основные усилия должны быть направлены на организационное развитие организации. Направление организационного развития, увеличение числа членов, ревизия членства, создание низовых организаций, групп Кинеш, введение членских взносов. Следует оговорить, что сумма собираемых низовых организаций должна оставаться в самой основной массе, более 2/3. У них суммы, перечисленные на исполком, должны определяться руководителем Роскинеш. Принципиальная переработка устава. Поясню. Нынешний устав создан в 90-е годы по модели съезда народных депутатов, Верховного Совета, то есть по модели полноценного органа государственного управления. Сегодня ситуация кардинально иная. Модель, по которой строится общественная организация, задается Гражданским кодексом и предполагает в своей основе свободное объединение граждан организации в системе. Следующий пункт – это организация системы обучения кадров. Второе. Формирование собственной ресурсной базы. Те же членские взносы, формирование предпринимательского клуба, формирование целевого фонда согласно российского законодательства, участие в предпринимательской деятельности согласно модели, просчитанной во время разработки стратегии в 2002 году, которую мы передавали Валентину Кузьмичу, и он качественно ее спрятал под стол. Третье. Увеличение влияния ассоциации в удмуртской среде за счет того, что центром работы должны стать интересы семьи. То есть организация должна занять сервисную позицию не по отношению к руководству клана Удмуртии, а по отношению к удмуртской семье. Через такую работу легче будет проводить разъяснительную работу по сохранению языка. Четвертое. Разработка собственной стратегии деятельности. Исходной посылкой, которая должна стать обеспечение этнических прав. Следует оговорить, с советского времени и сегодня наша страна является одним из образцов обеспечения индивидуальных этнических прав. Проблема лежит в сложности области коллективных прав, которые актуальны для всего мира и не имеют пока даже теоретического решения. В практическом плане в центре должна находиться языковая политика. Это модель ситуации. Здесь очень хорошо просматриваются вопросы разделения ответственных органов власти Удмуртской республики. У кодеке КЛЗМД вот умитовал. Вот, лучше мама, вот лучше мы залачко, что администрация дачам надявит, альбинным на заточен на ким полна голосовать карн. Но мы нас не грамме путе. Вот. Для нас, членов общественной организации, это нужно Дани Тунденунал, воинский ученый Валерий Юрьевич Войтович, Аслас Ужьосасо, что Конституция Удмуртской республики, подписана Валентином Кузьмичем Тубыловым, в этих статьях было 25% свобод граждан России, живущих в Удмуртской республике. Тунненуналвы, Ашмелен, кыпноджуны процент кылемын. И один кылемын, почетный председатель мылы, Удмуртки нешле, подписи. Солокиня кушленын, кушты подписьте. Кушты ведь. Дальше раз. Для нас, членов общественной организации, это проблема сохранения нашего родного языка, языка наших матерей, отцов. Абстрактно она пересекается с деятельностью государственных органов по обеспечению функционирования официальных языков, то есть государственной политики, которая является прерогативой органов государственной власти, в которой общественная организация ничего не делает. Наши усилия должны быть сконцентрированы на работе с семьей, работа с СМИ, работа муниципальных органов власти в местах компактного проживания удмуртов, создание курсов изучения удмуртского языка, создание хозяйственных условий успешного функционирования удмуртского языка. Леонид Николаевич, как минуты вы мне 1 минут. Завершая, хочу сказать, сегодня исполняется 1 год, как удмурты лишились мандата депутата Государственной Думы. Фактически этот шаг является продолжением политики клана Волкова-Петкевича.
по отстранению лиц удмуртской национальности от участия в выработке и принятии решений, затрагивающих развитие удмуртов и Удмуртской республики. У престовка Мусалимова Николая Николаева, чем выглядело бы иначе, оставался бы внутрипартийным делом Единой России. Если бы Мусалимов Николай Николаевич не был президентом Всеудмуртской ассоциации Удмурт-Кенеш. Мусалимов, вопреки мнению некоторых членов Удмурт-Кенеша, не встроил удмуртскую организацию, и в том числе всех вас, в Народный фронт. Плесни глаза, что ты соглашен на Народный фронт, на Геннадия. Фактически удмуртёс были вынуждены войти в Народный фронт. Что из этого произошло? Мы стали непонятно где организация. С моей точки зрения речь идет об очередном нарушении наших коллективных прав. Вопрос. Каковы должны быть наши действия в случае, если информация подтвердится о том, что Николай Николаевич в 2008 году подписывался от лица удмуртов на доверие к президенту Волку, когда его назначали? Какая реакция должна быть удмурт-Кенеша? А что еще аза сушаришь? И поэтому что должно быть сегодня в этой ситуации? Первое. Организационная кампания от имени удмуртов по поддержке усилий республиканских общественности по отставке Волкова и Петкевича. Второе. Публично выразить недоверие клану Волкова и Петкевича. Недоверие.